Глава республики Радий Хайбиров в очередной рабочей поездке по Башкортостану. Сибай – промышленный, культурный и образовательный центр башкирского Зауралья. Неофициально носит статус его столицы. В августе 2020 года город отметит 65-летний юбилей. Крупнейшее предприятие Сибая – филиал Учелинского горно-обогатительного комбината. Основан в 1948 году на базе медно-колчеданного месторождения. Возле него и возник город шахтеров. К юбилейной дате в Сибае готовят к открытию социальные объекты, благоустраивают территорию. В микрорайоне Горный новую жизнь получило здание бывшего кинотеатра, которое простаивало 15 лет. Через месяц строители сдадут под ключ подростково-молодежный клуб «Ирандек». Проект финансирует Фонд социальных целевых программ. Такой у нас объект. Значит, это у нас раньше был кинотеатр «Ирандык». В свое время здание уже лет 15 было заброшено. Ничем здесь не занимались, и мы уже должны были здание потерять. Но в силу того, что вопросы стали у нас и по экологии, Радий Фаридович, и самое главное, в рамках ваших поручений, помните, мы сказали, анализировать преступность. И освещение нужно делать, надо создавать условия, социальные объекты. Проанализировали, по Горке самая была высокая преступность. По Горке. Горка, это поселок Горный, который входит в город. Ну вот здесь вот, да, который входит в город. И, соответственно, было уже принято решение, вот было поддержано вами о строительстве, вот именно здесь восстановить это здание, и чтобы он работал как подростковый клуб, детский клуб «Ирандык». Ну, если предлагаю вот. Но это по программе ФСЦП? Это финансирование идет по программе Фонда социальных целевых программ. Да, да. Ну, Башнефть финансирует. Да, то есть финансирует фонд Башкортостан полностью. Ну, Башнефть перечислила деньги в фонд, а фонд вот выделил сюда, да. Поэтому, Хасан Курышевич, это вот от Башнефти, по сути, этот объект. Хоть район не относится к району нефтяносному, да? Производственной деятельности компании, Башнефть уделяет внимание, уделяет деньги для такие социальные программы. Это важно, в рамках соглашения партнерского. Просто это важно, южный форпост республики здесь, да, достаточно далеко расположен от Уфы, и хорошо, когда вот такие компании, как Башнефть, поддерживают. Генеральный подрядчик здесь Алюмастер. Нормально работает? Нормально работает. Сейчас мы посмотрим. Пожалуйста. Здравствуйте. Здесь получается входная группа. Ух ты. Тут у нас гардеробная. Да. Тут потолок высокий такой. Да, потолок высокий. Здесь была глухая стена. Здесь сделали проемы. Получается. Это фойе, да? Это получается фойе, но это такой коворкинг зона, где теннисный стол, где-то шахматная будет история. Востребовано, молодежи много в поселке, заниматься негде. Вообще это единственное здание, где можно заниматься спортом в поселке. Больше другого. А сколько в поселке живет? Ну, порядка 4000. Ух ты. Да. Поселок большой. Борцовский ковер здесь негде положить, да? Ну, что, положим? Нет, ну бросать ты не сможешь. Ну, хотя бы небольшой, но все равно. Это тренерская. И, соответственно, вот... А это хореография, да? Это хореография, да. Ну, можно рассмотреть, как можно же поменять. И надо там зеркала поставить, и девочки пусть танцем учатся. Но все равно на 4000, да? Ну, и то так вообще не было. Ну, хотя бы это, да. Так вообще не было, да. Полностью по периметру посадка ели. Значит, мы уже договоренность у подрядчика есть. Перевезем их с Янчелинского района. А амфитеатр будет где? А вот сейчас мы туда пройдем. Там, да? Здесь зона детская. Мы две детские зоны делим по возрастам, как вы поручали. То есть те, кто помладше, те, кто постарше. Ну, то есть большая детская игровая площадка будет, да? Да, для более маленьких детей, соответственно, у них элемент соответствующий будет. Да. И те, кто постарше, у них будет где-то тренировочные плюс. И как-то тоже уличные. Вот там территория вся.
все коммуникации, электрика, вся внизу. Газан Куреш, вот 32 миллиона. Ну, деньги большие, конечно, но зато на 4 там, тысячи, тут 4 тысячи, получается где-то, ну, 1,5 детей, да, 1000 где-то. Да. Найдут занятия. Найдут занятия, да. Это огроменный подарок. А когда собираетесь завершать? Завершать? Да. У нас идет к концу июня. Конец июня? Конец июня, да. Ну, Мы хотим все-таки, чтобы он уже завершенный. Пригласишь, нет? Когда, конечно, приглашу. Конечно, приглашу. Вот так вот будет выглядеть. Сейчас мы и получается будет здесь залито бетоном. Бетоном будет залито. И уже в сезон, когда необходим будет, уже стелим деревянные настилы, где можно сидеть. Посадочные А там места, сцена да? будет, да, вот? А там будет сцена, да. Причем она, вода будет, которая вода есть, она оттуда же выходит и туда. То есть вода здесь не будет стоять, как обычно бывает, да, в итоге. Электричество проводите, да, там на звукоусиляющее оборудование вот это? Полностью здесь электричество. Она вот она идет, она и по подсветке идет, и туда же она придет для. У нее будет свое освещение у амфитеатра. Здорово. Люди живут. Молодцы. Поэтому вот спасибо большое. Спасибо вам. Да, большое спасибо за поддержку, потому что вот это нужно детям. Тем более в силу той ситуации, которая сейчас произошла по экологии, мы им уделили большое внимание. Это вам спасибо за то, что вы поддержали этот проект. И сегодня вот мы идем уже к завершению. Это будет большой, серьезной историей для горожан. Подарок к 65-летию вашему. Да, это будет подарок. Да. Большое спасибо, Юра. А только завершить красиво до конца. Владимир Фаридович, Да? у нас в республике, да, в последний год очень много строится из физкультурно-оздоровительных комплексов и вот таких вот небольших подростковых клубов. Это можно назвать инвестициями в будущее нашей молодежи? Конечно, конечно. Нехватка таких учреждений, видите, на 4000 населения, вот один небольшой только здесь. А у нас по всей Башкирии примерно много таких историй, поэтому вот практически, я говорю, весь наш бюджет, который мы зарабатываем, мы весь его тратим. И существенную помощь здесь Башнефть оказывает, потому что это все-таки 4 миллиарда рублей, которые поступают у нас, и, вы знаете, это и хоккейный клуб Салават Юлаева, и многие социальные объекты, и дороги, и так далее, это по всей Башкирии. Мы Башнефти признательны за что? Что они вкладывают деньги, даже не только в те районы, где добыча нефти осуществляется и находятся их производственные структуры, а там, где этого нету. В Сибае нет Башнефти, они здесь производственную деятельность не ведут. Вот мы с руководством договаривались, небольшую помощь здесь оказали, уже приятно. Для Сибая это, понимаете, это очень важно. Ну, вообще, я как-то сказал, что вот, ну, для Андрея Геннадьевича Сибай родной город, а для меня он стал родным после карьеры, потому что столько времени, столько сил мы уделяли. Поэтому я сегодня опять приехал, чтобы, ну, посмотреть, как тут все-таки жизнь идет. Спасибо. Все-таки Сибай, Хасан Куреш, это столица Башкирского Урала, не просто город. Андрей Геннадьевич, Да, у нас это неформальная столица, да? даже если у нас нет здесь производственной деятельности, но у нас есть в коллективе люди, которые выходцы отсюда, со всех уголков республики. Ну, спасибо большое, потому что вот Башкортостан, он начинался с этой территории. Здесь село Тимясово, это первая столица Башкортостана, отсюда где-то, наверное, в 50, ну, 70 километрах, вот отсюда. И отсюда начинался Башкортостан, первая малая Башкирия, вот, 100 лет назад. С развитием производства расширялось. Да, потом по всей находили месторождение, вот Сибай, благодаря этому месторождению новосибайскому, медь, цинк, сера, вот отсюда пошел этот город. Ну а потом стал неформальный, а по сути для Зауралья он считается столицей, потому что здесь райцентры, вокруг где-то 500 000 живут в райцентрах, а Сибай это, в общем, культурная, деловая столица Зауралья Башкирского. Ну и образовательный, потому что здесь 5 колледжей, институт, университет находится, поэтому... Тут неплохой еще университет на самом деле. Задали вопрос, можно ли считать инвестициями в образование. Это, на мой взгляд, самая эффективная инвестиция. Да. Это в знания и в образование. И в людей, и в молодежь. Да, и перспектива. Народ-то радуется, нет? Народ очень радуется, благодарят. Мамочки ждут, наверное, да? Ждут с колясками. Да. Здание Сибайской филармонии практически полностью было уничтожено пожаром, который произошел 5 лет назад. Реконструировать объект культурного наследия начали в феврале 2019 года.
Глава республики Ради Хабиров на строительной площадке. Оно объект культурного наследия считается? Объект культурного наследия, совершенно верно. Ага. Так называемый сталинский классицизм. Тут, к сожалению, в 2016 году был пожар. И я помню эту историю. Решение, да, сделать реконструкцию. Разработали проект в 2018 году. Вот. С максимальным сохранением тех фасадов, которые есть. Соответственно, фасады центральный, основной, он остается без изменений. Два боковых флигеля, так называемых, они немножко наращиваются. То есть туда дополнительно добавили помещения для персонала, костюмерные, дополнительные помещения. Вот. И в центре между двумя флигелями у нас уже большой актовый зал. Сейчас поднимемся, там уже более подробно в деталях изложим. Ну, после пожара тоже здесь плачевное состояние было, поэтому сейчас вот пытаемся вывести обед в даче. Ах ты. То есть вот два флигеля боковых, центральная зона это сцена, трюм сцены, поворотный механизм предусмотрен. Вот. Или поворотный механизм. Это вот целая будет сцена, такая, видите, поворачиваться будет. Основной зал зрительский на 383 места. Это балконная зона на 112 мест. А тут боковые ложи есть, нет? Боковых лож как таковых нету. Нет, да. Два балкончика. Да, и там звукооператорская и подсобное помещение. 4 света, отметка 14800. Вот, механизм сцены. А внутреннее убранство тоже вы будете делать, да? Так точно. То есть портьеры, все вот. Полностью. Внутреннее убранство, да, это основной зал, покрытие пола, это ковролин, стенная отделка, штукатурка, покраска, плюс предусмотрены отдельный элемент акустических панелей, соответственно, акустические потолки. Вот. Ну, дополнение ко всему сказанному, здесь предусмотрен еще камерный зал, он находится на вот это что на это? втором этаже. То есть это второй свет. В том крыле находится камерный зал, в этом крыле этажом ниже находится. То есть это холл, в котором будет, значит, два света, да? Два или три света? Два, да. Здесь у нас танцевальный зал. А тут есть еще малый зал какой-то? Малый зал будет, я вначале скажу. Кроме того, что есть основная филармония, да, как мы говорим, концерт театра объединения. Здесь еще у нас есть же детский театр «Сулпан», который очень известен. Они также будут здесь располагаться, у них будет свой зал. Свой зал. Ну, это как Большой театр, там же несколько залов. Да. Вообще вот это здание очень знаковое для Сибая. Это дворец культуры 40 лет октября. Это, было самое центральное здание. Здесь в свое время была площадь до переноса ее туда, где она сейчас вот здесь перед этим зданием. И, все мероприятия проходили здесь. Другой вопрос есть, Ради Фарич, серьезно, раз уж здесь стоим. Вот тут должна быть котельная, у нас же проблема, вопрос связанный с отоплением. Вот по этому объекту, Ради Фарич, на котором мы находимся, главная проблема сегодняшняя, пока не решенная, это котельная, которая, в общем, они сейчас завершат, а тепла здесь не будет. Нужно поставить мобильную котельную, на которой деньги не предусмотрены и, соответственно, их нет. Если мы пойдем сейчас через РАИ, получается, мы 1,5 года без отопления это здание будет стоять. Остается один вариант через ФСЦП решить, по-другому не получится. Тогда мы можем в этом году. Порядка 40-38-40 миллионов. Это все вместе теплотрасса... с сетями и с модульной котельной. Вот. Такая обстановка здесь. Ради Фарич, мы все-таки закладываем модульную котельную такой, чтобы она была на весь этот блок. На все вот это, да. 9 объектов, в том числе и гостиница, у нас здесь и школа же находится. Проект есть котельная, да?
Он уже, вот мы получим его через Проект 15-20 минут. разработан, сейчас уже на загрузке с госэкспертизы. Загрузили уже. Да, поэтому сейчас отрабатываем замечания с госэкспертизы, если Экспертизу получим уже скоро. волевое решение, то... Ну, здесь другого пути не надо. Здесь надо двигаться. Не, я понял, все, я просто хочу, запомнить, тогда фиксируем, что по ТСЦП будем искать деньги. Ну да, это очень старое здание. А перекрытия деревянные были здесь, нет? Здесь был деревянный, да? Деревянные, да? были, То есть вы все это демонтировали, Все это получается? полностью убрали, сейчас монолитные конструкции, потом частично скатные кровли. А на вот эти вот все сохраните узоры, нет? Вот такие узоры. Будет полностью сохранено, будут дополнительно организована лепнина, вот эти фасады. А лепнину из чего делать будете? Гипсовая гипс. лепнина. Ага. Гипсовая лепнина. Вот, выдержана будет На в фасад том выделано, стиле. то есть, На фасаде были видно, наш старый, то, что остался еще. Стекло. Первозданный вид сохранится, да? Ну, фасад оставили первозданный, какой он был. Вот они, Ради Фаридович, Колонны. колонны. Будет он вот такой, внешний вид, вот как и был. Да? Поэтому и вот вся сложность вот это вот есть. Вот. Значит, котельную решили, это здание, которое сзади нас. Вот так он будет в проекте выглядеть. Это вот то, что говорили сейчас зал единоборства, это в той части. Вот, спортивный павильон, это вот здесь вот на стадионе, вот он такой очень обшарпанный. Вот, об этом речь. Школа, соответственно, первая, и плюс вот это здесь у нас 14 школа. Ну и спортивный зал, который у нас действующий. Ради Фаридович, ну, селфи, получается, сделали пока на фоне достраивающегося здания. Да, я хочу, Когда было у нас? хочу порадовать наших жителей, что осенью мы его сдадим. Вопрос друга, когда в ноябре или сентябре, хотели пораньше, конечно. Но вот это ровно тот случай, где спешить не надо. Потому что вот эти вот всю красоту надо сохранить. Это объект культурного наследия, тут особые требования. Но сибайцев порадую. Я, честно говоря, уже думаю дальше, чтобы вот это вот культурное пространство, которое есть, дополнить спортивным пространством. У меня есть определенные обязательства перед сибайцами. Несколько объектов я обещал, вернее, даже это, мои, скажем так, с руководителем ГМК были обещания Казицыным. Он часть профинансировал, вот мы с ним дальше ведем переговоры. Здесь дворец борьбы будем строить и, соответственно, добьем историю со стадионом. То есть значительно так обновится у нас столица Башкирского. Это будет большой такой, да, это будет большой культурный спортивный центр здесь. У меня в планах, вот как в отношении любого другого города, района, вот до 2024 года все города и районы, и районные центры привести в порядок, чтобы они были современными, и достойными все-таки. Спасибо. До свидания. Башкирское Зауралье известно природными ископаемыми. Это привлекает инвесторов. В Сибае готовится к открытию еще одно современное предприятие – по резке и обработке камня. Глава Башкортостана Ради Хабиров проверил качество будущей продукции. Добрый день. Добрый день, ребят. Да. Булгаков Олег Яковлевич. Очень приятно. Директор и один из учредителей нового вот этого завода. Вы местные или откуда? Я из Тюмени, но переезжаю, уже буду, Все, да? буду местным. Все, давайте. Участок будет, все как положено. Да. Я уже семью буду перевозить, потому что вложены большие уже средства во все это. Плюс А сколько вложили? 140 миллионов. Ну, прилично. Прилично. А да. камень откуда берете? Значит, это Баймакский район, Епроктинское месторождение. А что это такое? Это габро. Габро, да? Да, это Ну, габро. это нет, гранит это такая. Это гранит, но это черный гранит, называется габро. Он более твердый, чем обычные цветные граниты. Мы 3 года занимались разведкой, получили федеральную лицензию. Вот на выходе у нас уже договор на 20 лет горного отвода. И, соответственно, там остались уже совсем мелочи. Где-то мы в июне должны уже приступить к опытно-промышленной разработке. Потом делаем доразведку. И в 2021 году уже будет промышленная разработка. Значит, запасов там 78 тысяч кубометров. Вот сейчас разведанных. А вообще там до полумиллиона. Вы знаете, что у нас есть инвест сейчас? Да, такой? я знаю. Ну, сейчас давайте посмотрим. Давайте.
Значит, ну основное это оборудование. Значит, частично оборудование перевез в Тюмени. Вот. Частично приобрели новое. Ну это идеальный камень, он нескольких там расцветок. Он идет на стены, на декоратив, на пол он не идет. На пол не идет, но это первая категория, это очень хороший камень. А вот куда вот это пойдет? А вот это будет облицовочная плита. Внешняя там, внешняя. Да, на облицовку. Вы еще не открылись на пол? Нет, мы открываемся. Вы когда начали этим заниматься? Это в сентябре прошлого года. Молодцы. Мы купили эту базу разрушенную Молодцы, и полностью ее восстановили. Новые котельные, все. Оборудование импортное, да? Да. А это вот мрамор. Это Учелинский. Нет, это гранит, да? Да, это Учелинский. Мансуровский, по-моему. Мансуровский, да. Это Мансуровский. А это шлифованная сторона, да? Да, это шлифованная, еще не полированная. Даже это шлифованная сторона. Ну, это хороший этот. Ну это да, это камень, он там 3 расцветок. Есть идеальный черный, вот, это лучше любого китайского гранита. Есть вот такой идеальный черный, ну, изумительный, изумительный. Очень серьезный. У нас основной поставщик такого камня это Карелия. Вот единственное месторождение еще есть в Башкирии. Ну, знаете, вот я вас почему хочу пригласить-то. Вы слышали, наверное, мы сейчас увеличиваем объемы. Я поставил задачу, ну, у меня, конечно, черный мрамор, ну, это в облицовке, чтобы мы активно использовали дорогой камень. Да, поэтому мы вам спрос можем. Вот это бордюры. Это бордюры. Да. А вот у него долговечность по сравнению с железобетонным, насколько долговечнее? Ну, как говорят, до полного износа гранита 1,5 миллиона лет. Да. Поэтому можно представить, да, что это. А вот это образцы брусчатки. Да, вот это оно. Брусчатка, да, вот это я. Это термообработанная брусчаточка, да. Вот. Обожженная, противоскользящая. А вот такой камень у вас есть? Ну, цвет я имею в виду, ваше месторождение. Да. Вот он и есть этот вот. Просто он обожженный. Тот полированный, а этот обожженный. Когда полирует, он черным становится. Да, он черный. А вот эта понял. сторона, вот эта шлифованная, вот пеленая. Вот это пеленая, а вот это уже термообработанная горячей обработкой специально. Обжигается, чтобы было... Да, это тротуар. Это будет лицевая, да? Это лицевая сторона. Вот это противоскользящая, чтобы... Не скользило. Да, я поэтому спрашиваю. Вот она Когда вы противоскользящая. планируете выйти на ваши планируемые? Наши планируемые объемы, значит, вот это первая как бы часть завода. Мы планируем еще построить 2 цеха, увеличить объемы, чтобы перерабатывать здесь все и не продавать блоками сырьем за пределы республики, а все перерабатывать здесь на месте. Вот. Планируем переработку 3000 кубов годовая. По 200, Значит, 250. тогда запишите. Муратову поставьте задачу. На инвестчас ближайший. На инвестчас, на ближайший прямо инвестчас, то есть это на следующей неделе. И нам расскажете, смотрите, какие у вас планы по дальнейшему развитию, сколько денег собираетесь вложить. Ну и чем вам вообще помочь для того, чтобы... А мы сразу спрос там обсудим. Поэтому на инвестчас, чтобы туда Беляева тоже пригласили, как по спросу. Ну, молодцы, хорошее оборудование. Вообще, да. А вы сами, получается, родились в Тюмени, вот вы тюменские, да? Я родился в Кореновске Краснодарского края. Вообще. Да, вообще. А в Башкирии вот как попали-то? А в Башкирии познакомился, соучредитель у нас еще у меня есть, Динуров, он в Уфе, Робинзонович. Ну, он пригласил, говорит, вот есть, приезжала 100 человек на этот карьер, смотрели, говорили да, и уезжали. Ну вот я 3 года взялся, мы начали все эти документациями заниматься полностью. Ну и прилип, в общем-то. Ну, давайте. Вот и прилип. Заканчиваем здесь мы монтаж оборудования. Там надо еще Урал Салават, чтобы был там по карьеру, чтобы есть какие-то вопросы. Там. Вот. Новое оборудование здесь ставим. В общем, Супер. Это автоматические станки нового поколения. Это с сентября все. С сентября месяца. Представляешь, за короткое время. Да. Вот, уже 2 рабочих, эти вот только кранбалку смонтировали 3 дня назад, задержали они на месяц, ну коронавирус тут все это. Вот новенькую только поставили, 12-тонная.
Соответственно, смонтировали 2 станка, и вот завершаем 2 последних станка. И где-то, ну, планируем, что с 1 июня начнем потихоньку уже в оборот запускать. Молодцы, молодцы. Вообще, прям порадовали. Нравится, да, Рафик Фаридович? А нет у меня личной жизни никакой. Я про гранит хочу нашим жителям рассказать, что вот из таких глыб мы будем делать брусчатку и делать наши города красивыми. Обновлять облик. Это, ну, я даже не обновлять, это преобразовать. А в целом, по итогам поездки в Сибай, что можете сказать? Что понравилось? Где еще, может быть, городским властям доработать нужно? Ну, во-первых, вот те стройки, которые мы посмотрели, они в срок идут, потому что все-таки 65 лет, скажем так, столицы Зауралья будет, и мы в августе обязательно все сюда приедем. Потом мне очень понравилось, что глава собирает вокруг себя предприимчивых людей. Вот сегодня мы были на предприятии камнерезном, он доложил о росте и увеличении количества субъектов малого предпринимательства. Вот это меня больше всего, наверное, радует, потому что в условиях, когда все в мире сейчас довольно сильно стоит, нам очень важно, чтобы экономика работала. Вот. Спасибо. Спасибо.